Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Получится ли у вас быть вместе? Будете ли вы вместе? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная ситуация, сложная ситуация. Но смотрите, мне показывают, что с его стороны есть любовь, с вашей стороны тоже есть любовь. Но вы как будто бы кем-то разделены. Видите, здесь между вами стоит персонаж, который вот как распорка такая, да, не дает вам сойтись, склеиться. Склеиться вообще, по идее, ну да. Здесь, знаете, как искусственным образом возникла помеха, либо кто-то вмешался для того, чтобы два любящих сердца не могли соединиться. Здесь вы четко уверены, что вы любите. Вы уверены, что любите вы, и вы уверены, что любит он. Для вас все понятно, для вас все конкретно. Да? Мы друг друга любим, мы должны быть вместе. А вот у мужчины, у него почему-то какие-то сомнения присутствуют. Либо кто-то пытается ему внушить эти сомнения. Нет, в том, что он вас любит, он не сомневается. Скорее, он сомневается в вашей любви. Скорее, в этом он сомневается. Ну что, типа, вы его не любите, а как им играете, либо хотите его в каких-то своих целях использовать. Либо, знаете, еще как может отыграться, что мужчина говорит, она слишком хороша, да, типа, я ее недостоин. Я не могу ей дать всего того, чего она заслужила, чего она достойна. Такой момент может быть. Здесь этим мужчиной кто-то играет. Знаете, как будто бы этот мужчина не король, а пешка. И вот кто-то им как этой пешкой играет. Вообще ваши отношения держатся больше как на вас. Вот смотрите, вы королева. Если мы берем шахматы, да, вы королева, а он пешка. И есть какой-то еще персонаж, который вот создает эту всю игру, либо начал всю эту игру. Если мужчина не свободен, девочки, то против вас выступает очень сильная соперница. Такая, знаете, отчаянная, готова на все, костьми лечь, но этого мужчину возле себя удержать. Если нет у него другой женщины, может быть, это его мама, либо еще какая-то женщина, да, которая тоже имеет виды на этого мужчину, вхожа в его, скажем так, дом, может быть, да, либо пользуется доверием, и вот она как будто бы, не то чтобы она против вас настраивает, скорее она как пытается поселить в нем неуверенность в себе и неуверенность в том, что он вас достоин. Так и так может отыграть. Но здесь явно вот третий персонаж стоит и вот так вот, знаете, одной рукой его от вас отпихивает, а другой рукой вас от него отпихивает. Такой момент прорисовался. Мужчина неплохой, но какой-то немножечко, знаете, как не уверен в себе, может быть, с какими-то комплексами, зажимами. Есть у него, смотрите, по крайней мере, 3 болевые точки, на которые эта женщина, да, этот персонаж давит, знает, куда давить. А вы почему-то не знаете, девчонки. Либо вы такими методами не привыкли пользоваться. Вы, кстати, очень красивая женщина. Вы ни одного мужчину уже с ума свели, но вы как однолюб, да, однолюб. Вы не можете сразу с несколькими, вообще, в принципе, не хотите. Вот вы этого выбрали, вы его полюбили, и вы ему преданы сердцем и душой и телом. Такая вы женщина. А вот он, видите, весь в сомнениях, каких-то переживаниях вообще такой сидит, он обиженный на весь мир.
У него, кстати, не только в любви с вами, да, проблемы, но еще и в каких-то делах у него проблемы. Проблемы, и особенно в последнее время как-то ситуация ухудшилась. Плюс еще вот этот персонаж, который мешает. Ну, давайте я на оракуле тоже посмотрю. Посмотрю на него, посмотрю на вас и посмотрю на вот эту распорку между вами. Кто это? С какой целью? Вас вообще показали такую ресурсную, такую красивую. Вы, смотрите, бриллиант. Вы бриллиант. Во всех смыслах этого слова. А он такой, видите, как валенок сидит. Господи, тебе уже все дали. Что тебе еще надо? В чем ты тут сомневаешься? Не, но он мечтает о вас. Видите вот эту картиночку, где вы обнялись, и вы прям срослись с ним. Он об этом мечтает, он этого очень сильно хочет. И вообще, девочки, он хотел бы вас вот схватить за руку и куда-то с вами убежать подальше от тех проблем, которые есть в его жизни, и вот от этой, ну, третьей лишней, да, назовем ее так. Хотел бы убежать. Видите, он не боец. Вы боец, вы готовы бороться, драться за свою любовь, а он, видите, о побеге мечтает. Вот так вот. Так, он. Ну, аленький цветочек, девчонки, что тут скажешь. Мужчина действительно хрупкий. Да, внешне он мужик мужиком, но хрупкий. И действительно, у него какие-то комплексы, сомнения, переживания. Знаете, как неуверенность. Могу, не могу, получится, не получится. Если он женат, то ему страшно обрубить у дерева семейного корни. Знаете, как какое-то внушение идет, да, что раз ты женился, все, живи, терпи и там прогибай, да, ну типа женатым погибай. Даже если любви нет, даже если ничего нет, и ты несчастлив. Вот как-то так ему внушили. Да, он как цветочек. Ну, не сильно у него характер. Нет силы в нем, нет духа в нем. Ну, может быть и есть, но где-то там глубоко дремлет. Так, вы. Ох, вы еще и бланкой вышли. Не, девчонки, ну вы крутая. Что тут скажешь? Вы очень крутая. Смотрите, по карте гроб вы умеете решать проблемы, вы умеете себя брать в руки, и вы не зацикливаетесь на неудачах, да, вы их просто хороните, да, вы их решаете и хороните. Вот она ваша карта бланки. Вы сама себе сила, вы сама себе ум, и вы сама себе авторитет. Для вас нет ничего невозможного. И по карте медведь у вас просто нереальная сила, просто нереальная. Вот таких, как вы, я не знаю, нужно в пример всем ставить. Потому что вы и сильная, и умная. Вы ведь не только за себя, вы и за других, понимаете, готовы и в огонь, и в воду пойти. Вы очень классная подруга. Вы просто гениальная женщина, а как мама, ну, идеал, понимаете, идеал. Так, давайте еще посмотрим теперь на вот эту распорку. На этот клин, который между вами. Кто это, что это, по какому праву? Что за клин? Ну, правильно, лиса. Ну, что может быть, девочки? Лиса. Очень коварная, хитрая и подлая женщина. Вот и все. Вот кто между вами. Кто бы сомневался. О, Боже. Ах. Знаете, как будто бы она с вами соперничает даже не столько за мужчину, ну, не столько ей мужчина нужен, сколько вот хочется вас победить. Что вы такая крутая, она думает, о, я ее побежу, я там прям самая-самая крутючая на свете стану. Знаете, как больше с вами у нее какие-то терки, к вам претензии, чем к этому мужчине. Может, он даром ей не нужен. Но вот именно вам она не может уступить. Вот так вот, понимаете? Не может уступить. Она нащупала ваше слабое место. Ваше слабое место – это он. Вот что происходит. Здесь еще очень много вещей, о которых вы, ну не то чтобы не знаете, даже не догадываетесь, что происходит в тени, в закрытой комнате. Очень, кстати, магия может даже отыграться, которая против вас. Но вы птица гордая, вы высоко летаете, к вам это не прилипает. Да? Может быть, прилипает какими-то мелкими неудачами, но не более того.
Не более того. Смотрите, эта женщина стала на пути вашего личного семейного счастья. Да? Потому что по дереву это всегда семья, это род, это создание семьи. Вот она стала между вами. И пытается, девочки, вам помешать. Угу. Ну, понятно. Потому что я так смотрю, ну, вы сами видите, да, на рисунке. Вот стоит мужчина, вот она вы. И вот так вот вас кто-то руками распихивает друг от друга. Ну, соперница, девчонки. Так, а что я еще? Я еще хочу посмотреть, да, что из этого выйдет. Что из этого выйдет? Если я вижу, что вы с мужчиной вон за руки держитесь, только я не могу понять, это он, либо какой-то другой мужчина. Потому что здесь вы стоите одна, как хозяйка жизни вы стоите. Ага. Значит, девочки, прогноз такой. Знаете, как удача любит смелых, да, и решительных. Здесь у вас будет возможность с этим мужчиной создать семью, общий дом. Но это будет через какое-то время, не сейчас. К сожалению, в ближайшем обозримом будущем вот эта распорка пока никуда не девается. Смотрите, вам нужно дать этому мужчине время на то, чтобы он из аленького цветочка, да, которым он сейчас является, такой весь хрупенький, такой весь там деликатненький, обходительный, превратился вот в такого ясного сокола. Здесь с этой соперницей справиться может только он. Только он может ее выкосить, понимаете? Вот серпом взять и вот эту крысу, да, выкосить, порезать на кусочки, не знаю, что там, разделать ее, выпотрошить. Только он. Вы, понимаете, вы, как бы вам это правильно объяснить? Да, вы можете с ней вступить в конфронтацию, может быть, вы уже с ней в конфронтации. Но поскольку она зло причиняет не вам, а ему, поэтому он должен сам за себя побороться. Да? Из аленького цветочка стать ясным соколом. И что делают вот эти птицы, соколы? Мышей едят, правильно? Мышей едят, ловят и едят. Поэтому, девочки, здесь лучшая ваша позиция быть собачкой. То есть верным, преданным другом, верной, преданной подругой. То есть с мужчиной не ругаться, на него не давить, ничего от него не требовать, а всегда ему говорить так, что мы с тобой повязаны, у нас с тобой одна судьба на двоих, я всегда буду с тобой рядом, я никогда от тебя не откажусь, ты мой мужчина, я тебя выбрала, и я тебя жду, и я тебя дождусь. То есть, чтобы он мог полностью вам довериться. Доверие к вам придаст ему силы. Но опять же, да, удача любит смелых. Клевер вышел. Не знаю, готовы ли вы на это, девочки мои, готовы или нет. Это будет сложное решение для вас. Потому что здесь я вижу, что вы в одиночестве стоите, да, как хозяйка жизни. Но, тем не менее, видите, ваше будущее вы в паре. Давайте еще посмотрю. Сложная отсыпка. Если честно, я не рассчитывала, что будет такая сложная отсыпка. Этот мужчина, скорее всего, молчит, потому что у меня прям сдавливает горло. То есть он, скорее всего, молчит. Сейчас может быть какое-то ограниченное общение, либо он не дает вам конкретного ответа. Девчонки, ну смотрите, будет. Вот месяц показывая, да, Луна. Здесь Луна выходит, видите, картой времени. То есть должно пройти какое-то время. И вот он, ваш общий корабль жизни, да, который тронется. Вот паруса, ветер правильный подует, раздует, раскроет паруса, и кораблик тронется. Хорошо, что делать вам? Как вам себя с ним вести? Вообще, как себя вести? Уйти в свободное плавание? Что делать вам сейчас? Опять цветочек. Девчонки, ну это часть вашей судьбы. Ничего не делать. Как я вам сказала, да, просто его поддерживать, не ругаться с ним, не ссориться. Это часть вашей кармы, это часть вашей судьбы. То есть вот такой сложный путь в любви вы должны были пройти. Это было вам на роду написано. Да, на роду написано. Ну что поделаешь, бывает.
Бывает. Хорошо, а если вы откажетесь? Если вы, например, скажете, я не хочу. Да? Я не хочу такого валенка. Я не хочу его ждать, тратить свое драгоценное время. Я хочу быть счастливой здесь и сейчас. Что будет, если вы не захотите его ждать, пока он там созреет? Не, ну вы понимаете, теперь в другом они расположении. То они выходили справа налево, теперь они слева направо вышли. Не, девчонки, это все-таки ваша судьба. Вот такая вот любовь у вас, понимаете, болезненная, либо, знаете, как сложно получаемая. Да, бывают судьбы легкие, когда вот люди без всяких проблем друг друга встретили, полюбили, у них там любовь, морковь, брак, дети, и все, живут душа в душу там, десятилетиями. А у вас вот такая любовная история. Чем сложнее вы друг другу дадитесь, тем больше вы будете друг друга ценить. Это ваш кармический урок, который вы должны пройти. И вы, и он, понимаете? И вы, и он. Вы после этого урока станете более мудрее, и более сильнее. Но мужчина обретет свое мужское начало. Потому что сейчас он, ну, видите, да, аленький цветочек. Такой весь капризный, весь в комплексах, весь какой-то загадочный. Я не вижу, чтобы вы выбрали другого мужчину, либо другому мужчине позволили быть рядом с вами. Вы этого любите. Вы этого только хотите. Ну, девчонки, тогда ждите, поддерживайте его, не давите, поддерживайте, будьте верной, преданной подругой и прям докажите ему, что на вас всегда можно положиться, что не ищете вы там золота и бриллиантов, не ищете вы каких-то люксовых условий, а ищете именно настоящую любовь. Тогда события будут развиваться быстро. Вообще по карте Луна, либо это следующий лунный цикл, ну, либо следующий месяц. У некоторых так отыграется, у других по-другому, но вот события начнут набирать обороты. И здесь вам важно не психануть. Сможете не психануть, все получится гораздо быстрее. Психанете, ну, возможно, на второй круг пойдете. Я не вижу, что вы от него отказались. Любите вы его, несмотря ни на что. Да и он любит вас. Просто вот видите эти его болевые точки, которые нужно закрыть, вылечить. Только он сам может это сделать при вашей поддержке. Ну, а эта женщина, она просто очень хитрая. Она, видите, знает, куда давить. Куда давить? Но перспектива, вот она, видите, вы вместе. Вы друг друга за руки держите. Между вами, смотрите, огромный букет или огромная чаша. И так может отыграться. И через край, видите? То есть любовь через край идет. Ну что, девчоночки, нелегко, но прорвемся, да? Прорвемся. Не сдавайтесь, не психуйте, не нервничайте. Все будет хорошо. Вы будете вместе. А вот эта вот соперница, не знаю, как ее... Третья лишняя, она обязательно уйдет. Причем мужчина ее выгонит. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.